Здравствуйте, вы смотрите программу «Гуманитар ТВ». Сегодня у нас 20 апреля, на повестке дня 8 вопросов, в том числе поправки в закон о государственных закупках, о банкротстве, а также поправки в налоговый кодекс, инициированные как правительством, так и депутатами Джордж Кенеша. Первым вопросом у нас, как согласно регламенту, депутаты рассмотрели вопросы разные, в ходе которых депутаты обозначили ряд социально-экономических проблем населения. Руслан Айтбаевич, вы говорили о том, что озвучили сегодня о проблеме государственной кадровой политики. И было обозначено, что проблемы реализации программ, ряда программ, которые должны быть реализованы, они не реализуются из-за смены, часто смены правительства. Да. А вам не кажется, что, может быть, депутаты сами, Джордж Кенеш, парламент виноват в нестабильности правительства, потому что он его назначает? Мы тоже, Джордж Кенеш однозначно виноваты в этом тоже партии, потому что коалиция создается, и каждая партия выдвигает из своих рядов. Но все равно я думаю, что есть достойные кадры. У нас сейчас начинает работать и работает принцип «новый министр» – это новые кадры. Новые министры приходят, и начиная заместителей министров, начальника управления, если вообще не доходит до рядовых референтов, их увольняют. Вот последняя статистика. Мы когда обсуждали отчет правительства во фракции, наши депутаты высказали, последнее время, последние 2 года, скажем, 58 сотрудников было уволено с аппарата правительства. Еще есть проблема, новый руководитель приходит, и это не секрет, они же здесь в кулуарах сами говорят, они не могут найти бумаги предыдущего министра или предыдущего руководителя. Они начинают все с нуля. А зачем начинать? А где преемственность? Где постоянство? Как будем тогда реформировать? Как будем выполнять общие программы? Например, национальная стратегия устойчивого развития. Вот сейчас развитие, сейчас новая программа будет до 40-го года. Там же все расписано. У нас получается проблема законодательного все-таки характера, которая не закрепила, может быть, необходимые какие-то более закрепляющие, ужесточающие меры в Трудовом кодексе или в законе о государственной службе, да? Мы уже начали работать. Фракция Республика Таджурт, политическая партия Республика Таджурт, мы начали уже эту программу смотреть, кадровой политики, с конкретными цифрами. Будет сделан подробный анализ, будет приложена наша программа кадровой политики в целом. Когда закончим, когда презентуем, тогда и узнаете, да. Накануне депутатская комиссия по изучению вопросов, касающихся фактов мародерства в 2010 году представила результаты своей работы. И вчера были споры относительно, сколько пунктов будет состоять решение данной комиссии. К чему вы пришли? Первый, значит, это принять к сведению. Второй пункт разместить на сайте Джордж Кенеша и опубликовать рекомендацию, и направить правоохранительным органам для дачи юридической оценки и контроль на 2 комитета. А изначально из скольких пунктов состояло? Я не помню, больше 20, по-моему, было. А в связи с чем настолько сократили решение комиссии? В принципе, по сути, ничего не меняется. Потому что все, что было в постановлении, это есть в заключении. Ряд депутатов при рассмотрении результатов работы комиссии они высказали мнение, что в решении нету каких-то определенных фактов, а там лишь, как некоторые депутаты сказали, лишь вода. Как вообще смотрите? Вы же сами, депутаты, готовили это решение? Фактов, доказательной базы больше, чем достаточно. И в заключении это есть. Многие материалы, которые мы собрали, в которых мы никак не могли 100% убедиться в правильности, мы их просто передали органам, не включили в заключение. Достаточно того, что уже есть. Сегодня уже нашу правоту доказывают руководители телекома, уже вчера предъявлено обвинение. Тоже говорили, что это мы неправильно написали. По мародерству Райхану Толегонову предъявлено обвинение. Вы же знаете, что без доказательной базы никто бы не стал предъявлять обвинение. Так что много очень фактов, которые доказывают. Но прямых фактов участия, допустим, Текебаева у нас нет. Это может быть только показания тех людей, которые исполняли его приказы. Этим будут заниматься следственные органы.
Ну, понятно. И когда будет представлено на заседание Джеор Кенеша решение комиссии, которая будет состоять из 4 Дали, пунктов? может сегодня поставить на голосование, я не знаю. Сегодня могут Мы отдали проголосовать. уже. В южных регионах Кыргызской республики. В чем проблема получается в том, что профилактические меры недостаточны, которые принимает правительство? Нет, вопрос стоит в том, что мол, этот год выдался слишком дождливым, и погодные условия именно провоцировали вот такие дела. И такой большой воды никто не ожидал. Это первое. Второе, в Узгенском районе вот, с 90-го года такой ситуации не было. Поэтому многие депутаты подняли вопрос, чтобы пора ввести, может быть, чрезвычайную ситуацию даже. А я поднимал конкретный вопрос. Там вот, в Узгенском районе есть вот село Ничкесай в Заргерском айыльном округе. Там вообще все коммуникации разрушены. Дороги нету. Туда невозможно доехать. Это самое большое село в этом айыльном округе. И при встрече люди просили, чтобы им быстрее выделили участки, чтобы они могли переселиться и строить дома. Вот я об этом вопрос поднимал, чтобы... Получается, вы предлагаете, чтобы правительство несло какую-то ответственность за непереселение граждан из опасных участков? Да, потому что... Какую ответственность можно внести? Вот, Ну, более конкретно? здесь я сказал бы так. Я просил, чтобы протокольное поручение было профильному комитету, чтобы вместе с правительством посмотрели, потому что есть закон о запрете переводе поливных земель для строительства, чтобы перевод, трансформации, есть запрет. Из-за этого и местная администрация, и правительство не могут как-то... Мы должны это вместе решить, парламент и вместе с правительством. Есть коллизия законодательства, но я думаю, чрезвычайную ситуацию надо это учесть, все это. Вы сегодня в ходе разного поднимали проблему патрульной службы, то есть проблему профилактических мер против ДТП. А также ряд депутатов, в том числе Демангулов, выступил с тем, что несмотря на то, что ДПС его переформировали в патрульную службу, несмотря на какие-то финансовые вливания, порядка 500 миллионов сумм, никаких результатов нету. И проблема не только в профилактических мерах, проблема вообще в эффективности патрульной службы. Да. Есть ли какие-то, может быть, меры или еще какие-то изменения внести, чтобы это все-таки повысить эффективность? Не всегда изменения приносят эффективность, как мы видим. Вот. Сейчас стала патрульная служба, но, к сожалению, это не улучшило качество именно отношения сотрудников к работе своей, к исполнению своих обязанностей. Вот я зачитывал некоторые пункты, все написано очень правильно в инструкции, как должно быть, что они своим присутствием, милиционер, служитель порядка должен своим присутствием уже вносить какую-то вот такую профилактическую работу именно на таких участках аварийно опасных. Вот. Видя милиционера, водитель уже сбавляет там скоростной режим и так далее, и так далее. А у нас, к сожалению, наоборот, именно вблизи поворотов, каких-то перекрестков, именно где сложные участки для проезда, именно там они встанут, поставят свою патрульную машину, чуть ли не на проездной части, и стоят. Вот, допустим, проспект Мира, буквально вчера я видел, час пик, это было 6:30 вечера. И вот стоит патрульная машина как раз в месте, где остановка запрещена. За ней там стоит сотрудник ДПС, молодой парень, и вот ждет, когда кто-то нарушит. А все водители, им приходилось объезжать его машину. То есть именно его машина создает именно аварийную ситуацию. Да. И в этой ситуации что? Это, во-первых, раздражение водителей, во-первых. Во-вторых, это, как я уже сказал, это не прибавляет авторитета именно человеку в погонах, человеку в форме, когда он собой должен олицетворять именно закон и порядок. Получается, что необходима срочная реализация «Безопасный город». Да, абсолютно согласен, что нам еще вчера нужно было переходить к этой программе «Безопасный город», а сегодня уже осуществлять программу «Безопасная страна». Потому что это не только предотвращение ДТП, но там в целом криминогенную ситуацию она в разы улучшит раскрываемость преступлений, улучшит дисциплинированность как водителей, так и пешеходов и так далее. Это крайне необходимо, и мы на комитете следующий комитет во вторник будет, мы как раз ставим вопрос именно по этой программе осуществления, на каком этапе она сегодня, надо уже спрашивать. Потому что, как нас предупреждали, некоторые органы будут противиться тому, чтобы работала такая программа. Ведь это многих нерадивых
служителей порядка от Лишить их кормушки, подзаработка. да, их от кормушки оторвет. Но мы приложим все усилия, чтобы эта программа быстрее реализовалась. Спасибо вам большое. Спасибо. И на этом программа Гунтар ТВНД завершена. Спасибо большое. И после 14:00 продолжится работа заседания. Это будет транслироваться на телевидении «Пирамиды». Спасибо, до свидания.